ТНВ «Казань». Оглушительными аплодисментами и криками «Браво!» проводили Казанскую осень, третий международный фестиваль под открытым небом. Вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана выступил Дмитрий Хворостовский. Благодаря гранту президента республики этот концерт для зрителей был бесплатным. Много ли в столице почитателей оперы, увидела Маргарита Петрова. Симфонический оркестр республики третий год подряд превращает парк в концертный зал. Казанскую осень уже согрели Роберто Алани, Любовь Казарновская и другие звезды оперы. Организаторы тем временем насчитали 40 тысяч зрителей. И в этот вечер прикоснуться к искусству пришли тысячи людей. Пленить классикой тех, кто никогда ее не слушал. Вот главная задача фестиваля, говорит его руководитель Александр Сладковский. Поэтому в программе много знаменитых композиций. А открылся концерт Вагнером, которого не часто услышишь на казанских площадках. Дмитрий Хворостовский предстал средневековым героем Вольфрамом. В программе Верди, Рубинштейн, Герман, а царил Чайковский. Его три карты из «Пиковой дамы» прозвучали громоподобно. Кстати, дождь, ливший весь день, прекратился незадолго до начала концерта. Немножко сложнее вибрировать мокрые струны от влажности. Мы закрыты тентом, дождь не попадает на инструменты, но все равно это вносит такой некий не самый лучший колорит. Но с другой стороны, когда облачно, акустически это лучше. Понимаете, потому что звук не улетает в бесконечность, он отражается от облаков. Это самый простой акустический эффект, как в закрытом пространстве. Работать с казанским оркестром легко и вдохновенно, отметил Хворостовский на пресс-конференции. А еще пошутил, что если бы не пел, то пил, потому что больше ничего не умеет. В некоторых местах, где я пел тоже на открытых площадках, и в старинном Кремле, и в монастыре совсем недавно, где я пел в Каунасе, у стен монастыря. И чувствуется, что это, в общем, в некотором роде такое намоленное, что ли, место. И чувствуется как-то, особый какой-то трепет, что ли, ощущаешь. Чтобы прочувствовать обаяние артиста у публики, было 1,5 часа. Порадовать зрителей собиралась и Альбина Шагимуратова. В оркестре объяснили, что певица заболела. Поэтому в программу экстренно добавили русские романсы. Ноты остались с прошлогоднего приезда баритона. А завершился концерт страстно. Одним из самых известных романсов «Очи черные». Настоящее искусство рождает чудеса, улыбался в финале Хворостовский. А Сладковский заметил, классика лечит душу, да и просто облагораживает человека. Маргарита Петрова, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань.